23 августа 1914 года Николай II подписал высочайший указ о создании Кавказской туземной конной дивизии. Это воинское соединение, состоявшее исключительно из горцев Северного Кавказа, стало одним из самых выдающихся подразделений российской императорской армии. Первая мировая породила новых героев, о мужестве ингушских солдат и офицеров слагают легенды. Нужно сказать о тех, кто получил высшее звание в Российской империи. Это генералы царской императорской армии. Это Бунаха Бузуркин, это Сосланбек Бекбузаров, Саварбек Майсагов, Тон Тукуров, ну и Нальгиев Эльберт. Рыцари чести и долга Сосланбек Бекбузаров родился 4 октября 1865 года, закончил Владикавказское реальное училище, а спустя 2 года поступил в Киевское юнкерское пехотное училище, по окончанию которого в чине прапорщика начал военную службу. Первая мировая война значительно отразилась на карьере Сосланбека, одна награда за другой. В 1916 году его полк участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве российских войск. За проявленную храбрость высочайшим императорским приказом полковник Бекбузаров был награжден Георгиевским оружием и произведен в чин генерал-майора. Он был не только таким хорошим военачальником, но он был очень таким лояльным по отношению к солдату. У него есть отдельная солдатская награда. Он был удостоен многих высоких наград, которых мы знаем. Это и ордена Славы, и это и орден Анны Святой, и Владимира, и Святослава разных степеней. Вернулся на родину. Он долгое время не хотел становиться правителем Ингушетии. Он вообще не хотел вникать в политику, но Деникин принудил, так как до этого был Саварбек Майсагов, он ушел в отставку, ему пришлось стать правителем, но когда он стал, он избавил все население от налогов. Начавшись в 1914 году после убийства эрцгерцога Фердинанда, война продолжалась 4 года. В ней участвовали 2/3 существовавших на тот момент государств. Погибших было более 18 миллионов, в том числе более 3 миллионов наших соотечественников. Первая мировая война изменила судьбы многих людей и стран, а также политическую и географическую карту Европы. Первая мировая война, которая началась 28 июля 1914 года и закончилась 11 ноября 1918 года, считается одним из самых крупных конфликтов в истории человечества. В нее были включены 38 государств и существовавших тогда 59. Из Первой мировой войны Россия вышла уже после революции. В 1918 году сепаратный мир с Германией заключили большевики. Старые герои надолго ушли в тень. Но спустя век память о героизме только крепнет. Их подвиги ставят на заслуженный пьедестал. Из числа ингушей порядка 8 человек стали полными георгиевскими кавалерами в годы Первой мировой. Тамара Хашагульгова, Султан Булгучев, Магаз, 24.